Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан торжественно встретил Новый год. Президент Туркменистана утвердил план мероприятий на 2025 год. Музыкальный телеканал «Туркмен Овазе» отметил 16-летие и другие новости. В Туркменистане повсеместно прошли праздничные торжества встречи нового 2025 года. Нарядные елки и участие детворы придали особую атмосферу любимому празднику. В Ашхабаде на площадке перед государственным цирком и на аллее Илхам выступали известные эстрадные певцы, проходили народные гуляния. Посредством цифровой связи в формате телемоста к торжеству присоединились представители городов Ашхабад и Аркадак, а также вилаятов. Затем наступил важный момент телемоста. Президент Сердар Бердымухамедов в прямом эфире обратился к народу Туркменистана с новогодним поздравлением. В новогоднем обращении к народу президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о продолжении целевых мер по экономическому стимулированию тружеников полей. В уходящем году были повышены государственные закупочные цены на выращиваемые на нашей щедрой земле хлопок и пшеницу. Неутомимые земледельцы блестяще справились с договорными обязательствами, сдав государству более 1 миллиона 400 тысяч тонн отборного зерна. Собранный высокий урожай хлеба в богатство родного народа и суверенной отчизны – источник изобилия и достатка. В будущем мы намерены продолжать целевые меры по экономическому стимулированию тружеников полей и укреплению материально-технической базы отрасли, сказал глава государства. Президент Сердар Бердымухамедов получил поздравительные послания с Новым годом от лидеров различных стран. Зарубежные коллеги выразили президенту Туркменистана свои наилучшие пожелания и отметили важность укрепления дружеских и стратегических отношений между их странами и Туркменистаном. Президент Туркменистана подписал постановление, утвердив перечень выставок, ярмарок, конференций и фестивалей, намеченных к проведению министерствами и ведомствами в 2025 году, а также состав организационной комиссии по их проведению. Министерствам и ведомствам предписано обеспечить проведение соответствующих мероприятий на высоком организационном уровне. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор. Собеседники обменялись сердечными поздравлениями, пожелав народам двух стран мира, благополучия и дальнейшего процветания в 2025 году. Пользуясь случаем, глава Узбекистана передал теплые приветствия и наилучшие пожелания президенту Сердару Бердымухамедову. В 2024 году 985 детей получили лечение в детском оздоровительно-реабилитационном центре имени Гурбангулы Бердымухамедова в городе Аркадак. В настоящее время в центре проходит лечение 54 ребенка, а в детском саду при центре воспитываются 97 детей. В первый день Международного года мира и доверия в центре состоялись новогодние торжества с участием Аяз Баба и Игар Памык. Дети, проходящие курс лечения, приняли участие в экскурсии по городу Аркадак и водили хоровод у главной елки города. Празднование продолжилось в центре, где дети демонстрировали свои таланты и получили новогодние подарки от имени президента Туркменистана и национального лидера туркменского народа. На новогоднем торжестве во дворце Довлет-Лилер-Кёшки воспитанникам были вручены подарки от имени президента Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. Праздник прошел в празднично украшенном зале с участием Аяз Баба, Игар Памык и символа 2025 года – змеи. Рано утром 1 января 2025 года в семье Уразджахана и Язмергена Атагельдыевых из города Аркадак родился мальчик весом 4 килограмма 100 граммов и ростом 54 сантиметра. Малыш, которого назвали Парахат, стал первым новорожденным в Туркменистане в новом году. Телеканал «Туркмен Овазе», созданный по инициативе национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, отпраздновал 16 лет с начала вещания. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен-портал – ваш самый надежный источник новостей.